Сразу два проекта, посвященные туризму, презентовали в литературном музее Ивана Алексеевича Куратова в столице Коми. Это онлайн-гид по республике и книга «Удивительная республика Коми» на английском языке. На пресс-конференции побывала Анастасия Тюрнина. Центром притяжения туристов Коми, например, в августе прошлого года стал Сыктывкар. Также популярными были Ухта, Печора и Усинск. Приезжала в наш регион в основном молодежь от 18 до 35. Это данные онлайн-гида. Виртуальный путеводитель по Коми – совместный проект Министерства культуры, туризма и архивного дела и одного из сотовых операторов. Вы сейчас можете, имея гаджет, направив свой гаджет на QR-код, открыть прямо в онлайн-режиме, вне зависимости от того, каким оператором связи вы пользуетесь, страницу, и где вы увидите все самое интересное о Республике Коми. Абоненты, приезжая в республику, либо в любой другой регион, получают подобного рода СМС, где написано о том, что мы очень рады видеть этого абонента в данной локации. И прямо здесь, в этой СМС, есть ссылка, по которой абонент может перейти. Свой внутренний океан – уникальное болото, захватывающее часть Ижемского и Усть-Илимского районов Коми. Труднодоступно и до сих пор мало обследовано. У нас самый длинный проспект в Европе. Удивительно, но в Коми водятся даже креветки. Обо всем этом и не только написано в новой книге, но на английском языке. Это переработанная «Удивительная республика Коми». Издавалась она в 2015-м. Оставили формат, полностью изменили обложку, сделали тактильно приятной. Эта книга на английском языке была сделана в преддверии столетия, ровно потому, что мы надеемся, что, во-первых, пандемия у нас пройдет, а во-вторых, все-таки будут заинтересованы иностранные гости, которые захотят посмотреть наш регион, побывать на мероприятиях. Акценты в книге расставлены на уникальных и интересных вещах. Почему необходимо посетить нашу республику? Прочитав издание, иностранный турист поймет, что Коми – жемчужина на карте нашей страны. Это наш первый шаг, который мы делаем совместно с Коми типографией. И я уверен, что еще мы сделаем не одно такое издание на английском языке. Возможно, это будет издание новое на русском, которые впоследствии будут переведены на английский язык. Но абсолютно точно, и мы видим уже это по нескольким месяцам после издания этой книги, что она пользуется спросом и интерес к ней есть. Поэтому остается только выразить надежду, что мы эту работу будем делать все интенсивнее. В год столетия Коми в Москве и Санкт-Петербурге пройдет цикл мероприятий. В них примут участие иностранные туристы. А это значит, книга на английском попадет к ним в руки и пригласит в Коми еще больше гостей. Анастасия Тюрнина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрга.